Да, всех послушаюсь. Оперативно-диспетчерская служба Чуйского предприятия электрических сетей. Именно здесь ведется круглосуточное наблюдение за бесперебойной подачей электроэнергии конечным потребителям, которых по области более 500 тысяч, как бытовых абонентов, так и промышленных предприятий. Каждую минуту сюда стекается информация о состоянии электросетей со всех районных диспетчерских пунктов. 12 часов непрерывного рабочего дня одной смены, без права покидать помещение без разрешения руководства, даже на обед. Так называемые часы максимума утром и вечером именно здесь разгружают перегруженные линии, перекидывая подачу электроэнергии на неперегруженные подстанции. Сбоев оборудования у нас таких не было, сильных сбоев не было. У нас бывает аварийное отключение. Это из-за того, что у нас оборудование слишком изношенное. Более где-то 60% оборудования у нас уже сработали свой срок эксплуатации. И поэтому бывает у нас аварийное отключение из-за этих оборудований. А так в основном проблем таких не было в эти холода у нас. О том, что за сутки побит исторический рекорд по потреблению электроэнергии в Кыргызстане – 69 миллионов 724 тысячи киловатт-часов, энергетики сообщили 12 декабря в понедельник. В этот же день, в 2021 году, энергопотребление слегка превысило 54 миллиона киловатт-часов. Необходимо отметить, объем Токторского водохранилища на сегодняшний день составляет 12,1 миллиардов кубических метров. Это по сравнению с прошлым годом на 1,4 миллиарда кубов больше. Приточность на уровне 168 метров кубических в секунду и расход на уровне 800 кубических метров в секунду. Относительно потребления величины, в прошлом году, если это составляло суточное потребление порядка 55-56 миллионов киловатт-час в сутки, на сегодняшний день потребление доходит до 70 миллионов киловатт-час, это стабильно. Мы достигли исторического максимума потребления по кыргызской системе. В часы максимума это 3350 мегаватт. В прошлом году, в зимний период, мы проходили с максимумом не более почти 3000 мегаватт. На фоне повсеместного по всей стране превышения установленных лимитов энергопотребления из-за наступления сильных холодов, энергетики проинформировали о разрешении кыргызстанцам, дома которых имеют однофазный ввод и нет альтернативных источников тепла, использовать до 8 киловатт электроэнергии. С трехфазным вводом по ранее выданным техусловиям, а также на хозяйственные нужды. А также рассказали об увеличении мощности Токтагульской ГЭС. Второй агрегат был введен в работу после реконструкции гидрооборудования 11 ноября. Четвертый агрегат после полной реконструкции, то есть полная замена произвели от рабочего колеса и кончая генератором, ввели в работу 30 ноября. И сейчас режим тестирования почти закончен. Он максимально в режиме испытаний нес нагрузку 374 мегаватта. На сегодняшний день несет нагрузку 340 мегаватт. Отмечаем, что ранее до реконструкции его мощность составляла только 300 мегаватт. И Токтагульская ГЭС, если раньше была его установлена мощность 1200 мегаватт, сегодня уже это 1260 мегаватт. Прирост 60 мегаватт получила наша система. Байгазиев также сообщил о продолжении работ по строительству ГЭС Баласару на Кировском водохранилище, которое в 2023 году будет нести нагрузку в 25 мегаватт, а также о строительстве новой подстанции Тынчтык в Баткенской области для улучшения энергоснабжения жителей приграничных районов. Ситуация напряженная, но далека от критичной, уверили энергетики, а сообщения о массовых отключениях электроэнергии, публиковавшиеся в социальных сетях, не соответствуют действительности. Локальные случаи отключения электроэнергии оперативно решаются созданными на период ОЗП аварийными бригадами, заявил глава национальной электрической сети Кыргызстана Алтынбек Рыспеков. По всей республике у всех предприятиях, филиалов у нас в данное время для прохождения ОЗП созданы аварийные бригады, которые занимаются такими работами. Только они работают в таких случаях, когда аварийные отключения, у нас срочное восстановление, и у нас оперативная готовность. У нас создана специальная бригада, которая целый по ОЗП они будут работать. У них все имеется, аварийные запчасти имеются, техника, ГСМ, все имеется. Никаких ограничений веерных отключений не предвидится, сообщили энергетики. Однако обратились с просьбой к кыргызстанцам во избежание перегрузок не отапливать дома и предприятия электричеством с 6 до 9 утра и с 17 до 21 вечера.
круглые сутки может использоваться электроэнергия, которая у вас написана в технических условиях полноценно. Всего лишь вечерний максимум с 18:00 до 21:00. Просим, чтобы там они сами тоже соблюдали лимиты. То есть экономно потребляли электроэнергию. Примеры, допустим, элементарно, хотя бы в квартирах, домах, допустим, просто хотя бы они могли бы отключить электронагревательные приборы, обогреватели, пару штук отключили бы, а у нас дома горели бы свет, и тепло будет, наверное, может быть минимально, но самое главное, у нас свет будет дома. Поэтому не будет никаких проблем. Для потребителя тоже не будет проблем, и для нашей системы, энергосистемы тоже проблем не было бы. С разъяснением о необходимости экономии электроэнергии проводились рейды по жилым домам и предприятиям столицы. В сутки отгружается порядка не менее 7 тысяч тонн угля. Готово к отгрузке вскрытого угля имеется порядка 200 тысяч тонн угля. Кыргызгомыр работает в штатном режиме. 24 часа в сутки ведутся добычные и вскрышные работы. В полном объеме Кыргызгомыр готов к прохождению ОЗП 22-23 года. На данный момент на территории города Бишкек все топливные базы обеспечены углем. Цены варьируются от 4 тысяч до 6 тысяч сом в зависимости от предоставления сервисных услуг. По регионам, если обратиться, то бюджетные учреждения и население регионов тоже обеспечены углем в достаточном количестве. Каких-либо срывов у нас не наблюдается. Вместе с тем, усиление мощности ТЭЦ может нанести вред экологии. На момент холодов теплоэлектроцентраль города несла нагрузку в 350 мегаватт, сообщили в энергохолдинге, тогда как в ноябре нагрузка не превышала 270 мегаватт. Запасы угля в этом году в ноябре составили 114 тысяч тонн, против 142 тысяч тонн на аналогичный период прошлого года. Отставание по графику поставок объясняется тем, что в этом году приоритетной задачей было обеспечить твердым топливом в первую очередь население, социальные объекты и бюджетные организации. Заключены контракты со всеми поставщиками угля, мазута и газа. Поставка осуществляется согласно графиков. График он до марта 2023 года. Объемы распределены по месяцам. Процесс доставки он выполняется непрерывно. Идет процесс здесь отгрузки. Необходимый объем топлива имеется на складах ТЭЦ города Бишкек. Поставки и отгрузка угля на бишкекскую теплоэлектроцентраль осуществляются согласно графику, сообщили на предприятии. Из 1 500 000 тонн угля, предусмотренных на этот отопительный сезон, на складах ТЭЦ на этот момент имеется более 20 тысяч импортного и свыше 360 тысяч тонн отечественного твердого топлива. Энергетики отметили, аналогичная ситуация наблюдается и в соседних республиках. Сообщалось о том, что в декабре наблюдается значительное увеличение энергопотребления в единой электроэнергетической системе Казахстана. 7 декабря был зафиксирован исторический максимум потребления – 16 459 мегаватт, а суммарная генерация электростанций страны составляла только 15 203 мегаватта. Дефицит покрывался за счет внеплановых перетоков из российской энергосистемы. В связи с этим Казахстан оказался пока не в состоянии выполнить условия договора, заключенного с Кыргызстаном, о поставках 200 миллионов киловатт-часов. Импорт более 1 миллиарда киловатт-часов из Туркмении также был приостановлен из-за серьезного дефицита энергоснабжения в транзитном Узбекистане, сообщили энергетики. Ограничение во всем энергокольце Центральной Азии составило на сегодня 700 мегаватт. Болт Исаев, Умар Малашев, Алато 24. Итоги недели.